Начинаем ровно в 30 минут по-военному. Или кого-нибудь ждем? Чуть-чуть Салават Талгатовича подождем, он обещал подключиться. Если не подключится своевременно, тогда мы слово передадим вам. И коллеги все, в принципе, ждут, готовы, и начнем работу. Еще минуточку подождем. Хорошо. Но, Ну тогда в вы принципе, у нас скажете, сегодня кто когда? собрались? Борис Я... Валерьевич, вы видите, да, здесь факультет башкирской филологии в полном объеме, преподавательский состав. Наши магистранты, более активные, которые захотели послушать, посмотреть и узнать перспективы такого лингвистического развития с ваших уст. Ну, и кто заинтересовался, в принципе, поэтому народ присутствует. Можем, наверное, и начинать. Салават, скорее всего, не подключится. Слово вам тогда. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Очень приятно выступить здесь. Все-таки с Башкирским государственным педагогическим университетом у меня связаны несколько лет деятельности. Пока я работал в Уфе, я преподавал в том числе и не очень много, но так иногда случалось и на факультете башкирской филологии. В том числе я читал лекции по истории, кажется, зарубежной литературы, а может быть и даже русской литературы. Сейчас не припомню, это было больше 10 лет назад, но тем не менее, в общем, мне это все знакомые, можно сказать, родные стены. Сегодня я расскажу о некоторых компьютерных инструментах, которые используются в современной лингвистике, которая, конечно, активно использует компьютеры, и в такой области, которая называется Digital Humanities по-английски, по-русски это передаю как цифровые гуманитарные науки. Ну, немножко того, немножко этого. В общем, это будет, конечно, не совсем полная картина, это очень большая, разнообразная область. Но есть несколько пунктов, которые, как мне кажется, имеют прямое отношение именно к башкирской тематике и могут быть реализованы именно вот башкирскими учеными на башкирском материале. Я тогда начну демонстрировать свою презентацию, чтобы можно было следить за тем, о чем я говорю. Там появилось какое-то сообщение в чате, я не успел его прочитать, но думаю, что уже потом, после Это того, как моя почта. все расскажу. Итак, да. Угу. Хорошо, спасибо. Я ее зафиксирую, но тогда уже после доклада. Итак, вот о чем я буду рассказывать. На первом слайде, на всякий случай, напоминание, как меня зовут. Я работаю сейчас в Москве, в Высшей школе экономики. На всякий случай напоминаю, что это большой университет. Высшей школы экономики – это название, оставшееся ему в наследство от первоначального замысла. Теперь там есть совершенно разные факультеты. Факультет гуманитарных наук, где я занят как раз в подразделении лингвистическом. Но также там есть факультет компьютерных наук, не только экономисты в нашем университете работают, но и физический факультет, математический факультет и такие специальности, которые на первый взгляд к экономике имеют отношения очень мало. У нас там есть. Моя почта тоже указана на первом слайде. Мне можно писать совершенно не обязательно в каком-то институциональном режиме. Можете, если вас что-то заинтересует в моей презентации, в моем докладе, можете специально мне написать, как-то расспросить, если вам просто интересно даже, если у вас не связано, ваш интерес не связан с какой-то конкретной деятельностью, каким-то проектом или грантом, я все равно готов что-нибудь подсказать и рассказать. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Я разделил наш разговор на 3 большие части. Первая часть будет посвящена корпусу башкирского языка и вообще идее корпуса лингвистического. Заранее прошу прощения у тех коллег, кто знаком уже с этой концепцией, но мне кажется, что важно об этом сказать, и важно сказать, что башкирские разработки аналогичные тоже существуют, и, в общем, уже какое-то время наличествует, их можно использовать. Вторая часть – это то, что не связано напрямую с сервисом, таким сайтом корпуса, но то, что можно делать на башкирском материале, что уже сделано на башкирском материале, в частности, и мной. Я покажу немного таких отрывков из своих исследований.
Это очень, как вы видите, хорошо звучащие слова, очень по-умному звучащие слова. Тематическое моделирование, векторные модели семантики. Вот они сразу настраивают нас на такой современный компьютерный лад. И третья, более прозаическая, но, на мой взгляд, тоже важная часть нашего разговора – электронное издание текста, которому я тоже хотел бы уделить некоторое внимание в связи с башкирской проблематикой. Но начнем мы с корпуса. Правда, перед тем, как мы его начнем этот разговор о корпусе, я хотел бы специально сказать, что мной и моими коллегами, активистами башкирского языка в интернете составлен специальный каталог цифровых ресурсов для башкирского языка. Там много полезных ссылок, касающихся именно цифровых компьютерных сайтов, там, методов разных, которые используются, ресурсов, к которым можно обратиться, куда можно зайти просто по ссылке, что-то либо скачать, либо посмотреть сразу на сайте. Мне кажется, что стоит изучить эту ссылку, и каталог, который нами составлен, он не бессмысленный. Там есть много всего интересного, что можно встроить в учебный процесс, на чем можно основывать дальнейшие, например, научные исследования, если они входят в сферу ваших интересов и так далее. Вот по этой ссылке примерно так. Вот синеньким отмечены ссылки. То есть это то, что вы увидите, если зайдете по ссылке с предыдущего слайда. Там есть ссылки и на существующие корпуса башкирского языка. Их не один, их несколько, но больших, правда, меньше, чем маленьких, естественно, маленьких больше. Есть различные вещи, которые касаются морфологического анализа башкирского языка, башкирских текстов, там словари, ну и многое другое. Это только верхушка айсберга, что называется, в самом прямом смысле этого слова. То есть это только первые пункты из того большого списка, который есть по этой ссылке. Но давайте перейдем к корпусам. Еще раз прошу прощения у тех, кто знает, что такое корпуса. Это такие электронные собрания текстов. Ну, на самом деле у слова «корпус» много значений. Слово латинское, еще из древнего языка, поэтому за ним закрепилось много разных терминологических наполнений. Но самое актуальное для нас – это вот что. Это такой сайт, за которым, за кулисы которого, если заглянуть, будет электронное собрание текстов на некотором языке. У нас, конечно, в первую очередь интересует башкирский язык. Но одного собрания текстов мало, нужно еще, чтобы над этим собранием был надстроен поиск, и чтобы по этим текстам можно было искать. Причем искать и слова, это, в общем, можно делать даже без всяких специальных сайтов, корпусов. Можно, например, в текстовом редакторе открыть какой-то текст и нажать Ctrl-F, да, выбрать функцию поиска и что-то там поискать. Но вот корпуса предоставляют большие возможности, более широкие возможности. В этом смысле можно искать, например, в корпусах грамматическую конструкцию, что-нибудь такое сложное. Ну, например, спросить у корпуса можно «найди мне все, допустим, случаи, когда там за словом в винительном падеже следует, не знаю, слово в родительном падеже или там слово в форме там какого-нибудь страдательного залога или что-нибудь в этом роде. Ну вот я несколько лет назад написал специальную методичку, которая вышла в Башкирском университете. Она про некоторый специальный корпус, называется он Башкирский поэтический корпус, о котором мы сегодня не будем говорить. Но первая часть этой методички – это как раз описание того, что есть корпус, как им пользоваться. Я постарался максимально просто об этом сказать. И эта методичка лежит в интернете в свободном доступе. Вот как раз ссылка в презентации сейчас на том слайде, который вы видите на экране, я надеюсь, по крайней мере, что видите. Эта ссылка как раз и ведет на эту методичку. Ее можно скачать, посмотреть. Там несколько шире, чем сейчас я это, но тем не менее описана в каком-то, я надеюсь, понятном виде концепция корпуса. Сейчас мы говорим о корпусе как о сайте, на котором можно зайти и на котором можно что-то искать по текстам на каком-то конкретном языке. Почему это полезно, как этим пользоваться, я приведу не простейших примеров. На самом деле, конечно, современная лингвистика использует корпуса иногда в очень каких-то сложных формах, со многими неочевидными какими-то совершенно результатами. Но я приведу простые примеры, которые понятны, и которые на самом деле часто очень встречаются в нашей жизни. И даже без специального интереса к
научному исследованию языка, мы можем воспользоваться вот этими возможностями корпуса. Я приведу несколько примеров из национального корпуса русского языка и из национального корпуса башкирского языка. Из русского корпуса я приведу примеры, потому что, во-первых, они мне более понятны, и смогу показать вам с полнотой уверенности, что это полезное некоторое знание. Вот. И кроме того, не все возможности, которые есть у национального корпуса русского языка, реализованы для башкирского языка, поэтому просто на башкирском материале не все покажется достаточно репрезентативно. Поэтому вот что-то из русского корпуса я тоже буду показывать. Ну, вот так выглядит самая полезная, самая нужная страница на сайте Национального корпуса русского языка. Его адрес был на предыдущем слайде ruscorpora.ru. Это поисковая форма. Как раз, как я сказал, главное в корпусе – это возможность искать. Вот здесь как раз можно искать либо какие-то точные слова, вот в верхней части этой формы можно поискать какое-то слово в его определенной форме, которая нам нужна. Ну, скажем, нам нужно только поискать, чтобы было слово «окнами» и никакое другое. Это вот верхняя часть корпуса, она такая не очень полезная. Ну, вот что-нибудь мы можем найти в корпусе в том же виде, как некоторую последовательность букв, как мы, например, ищем это скажем, в том же вордовском документе, если выберем сочетание клавиш Ctrl-F, или функции «найти». Самая, конечно, мощная батарея, самая мощная инструментальная часть в нижней части экрана, там, где мы можем задавать запросы к корпусу, потому что мы можем искать вообще любое слово, не конкретное слово «окно» или конкретное слово «собака», например, а вообще любое слово, которое в корпусе помечено как существительное. Вот найди мне все существительные, скажем, в определенном падеже. Вот как раз часть формы, которая называется грамматические признаки, она за это отвечает. Это совершенно чудесно. Ничего подобного, конечно, в вордовском документе мы не найдем, потому что мы не можем сказать, там, найди мне любое слово. Да? Там мы обязательно должны указать конкретную последовательность букв. Здесь все сложнее. Кроме того, мы не одно слово можем искать, а целое сочетание слов. Ну, например, найди мне все случаи, когда мы имеем существительное, например, с предлогом «на». Вот такого рода сочетания. Мы можем посмотреть их контексты в корпусе. Ну, больше ничего вроде бы мы не можем, но оказывается, что уже такой набор контекстов нам может сказать довольно много про язык, если мы исследователи, если мы знаем, зачем мы ищем то, что мы ищем. Национальный корпус башкирского языка тоже создан, и он находится по адресу bashkorpus.ru. Он совершенно бесплатен для использования. Любой может туда зайти и задаться какими-то вопросами, связанными с языком. Вот его заставка – это не самая полезная страница, потому что не здесь осуществляется поиск. Но подобная же страница той, которую я показывал на примере Национального корпуса русского языка, конечно, здесь есть тоже. Но не могу не отметить, что ей существует национальная программа поддержки или развития башкирского языка, там какая-то она правительственная. И вот там много лет подряд закладываются деньги на создание национального корпуса башкирского языка, что, конечно, удивительно, потому что такой корпус уже существует, и любой может им воспользоваться, если бы чиновники значит, как-то умели искать в интернете просто Гуглом, то они бы сразу нашли эту страницу. Ну и на Башинформе, на самом деле, 2 года назад была новость про то, что такой корпус создан. Кажется, он создан именно 2 года назад, я уже не очень помню. Но это дело было весной. Может быть, как раз в эти дни мы отмечаем что-то вроде двухлетия этого корпуса. Ну вот форма для поиска. Она на самом деле очень похожа на то, что мы видели в случае с национальным корпусом русского языка. Здесь тоже можно выбирать некоторые грамматические категории. Я чуть позже покажу, как это делается. Но, в принципе, мы здесь имеем все те же самые поля для поиска, вот эти самые строки, куда можем вбить что-то, что нас интересует. Значит, здесь мы можем искать либо слово, либо вот там есть такое слово «лемма». Вот оно, вторая строка, помечена этим словом. Это значит, что леммой называется словарная форма слова. Это значит, что нас интересуют все словоформы, все формы некоторого слова, которые только могут быть. За этим стоит некоторая сложная техническая история, связанная с тем, что компьютер сам понимает, что разные формы какого-то слова являются на самом деле формами одного слова. Ну, там на русском материале это будет, например, тоже слово «окно», да, вот лемма его будет «окно», а разные формы слова «окно» – это «окна», «окнами», там и все остальные падежи, окна, да, вот все словоформы, они вот все стягиваются до
одного слова окно. Ну, вот это не очень тривиальная задача заставить компьютер понять, что все слова, которые он видит перед собой, на самом деле формы одного слова. Потому что компьютер штука глупая, и он считает, что ну, вот если есть разные буквы в разных словах, значит и слова разные. Ну вот, мне удалось создать такую программу, она называется анализатор морфологии, которая понимает, что две разных формы – это на самом деле одно слово, просто они стоят в разных грамматических формах. Мы дальше увидим, как это работает в поиске. Да? Ну, давайте посмотрим дальше, что с этим можно делать. Ну вот, обратимся к русскому материалу. Если мы не какие-то высоколобые ученые, которые занимаются исследованием именно языка, то мы можем, например, посмотреть историю слов. Это важно, это интересует всех обычно. И, собственно говоря, для многих просто обывателей, да, для людей с улицы, лингвистика, язык – это вообще история слов. Просто откуда слова возникли, когда они возникли, как они дальше в языке жили. В общем, часто ничего больше в языке людей не интересует. Но вот посмотрим на то, как устроена, например, история слова «декабрист» в русском языке. И также можно любое слово совершенно поискать в национальном корпусе русского языка, не просто поискать, а посмотреть график, целую диаграмму, очень наглядную того, как это выглядит. Но вот не очень контрастно это, но я надеюсь, что все-таки на экране видно, что здесь происходит. Здесь есть график частотности слова «декабрист» в русском национальном корпусе. Просто в русском национальном корпусе есть тексты разных годов, разных лет, за разные века. И для каждого года можно посчитать, насколько часто употребляется некоторое слово, в данном случае, вот пример слова «декабрист», за этот год. Что получается? Получается, что это слово появляется только в 20-е годы XIX века, что, конечно, совершенно объяснимо, потому что слово «декабрист» появилось после декабристского восстания, которое случилось известно когда, да? Как раз именно в 20-е годы XIX века. Потом это слово вот как-то живет в 20-е, 30-е годы. В начале 40-х годов оно сходит на нет, его почти нет в печати, в тех публикуемых текстах, которые вошли в Национальный корпус русского языка. Ну, там вот Николаевская Россия, такое время таких заморозков, да, политических, поэтому о декабристах не вспоминают. И после как раз смерти Николая I это слово снова возникает в печати, его снова упоминают, там декабристы возвращаются и ссылки, те, кто уцелел. Ну и вот как-то дальше это слово живет. Вот видите, у него есть моменты всплесков и, наоборот, каких-то забываний. Вот вы видите, что в 20 веке, вот здесь не очень хорошо видно, наверное, внизу, но здесь есть деление, как раз, которое отвечает за определенные годы. Вот здесь 20-й год, я не знаю, просто видите ли вы мышку, я пытаюсь ей показать на самом деле, что означало 20-е годы, когда это слово только появилось, до этого его не фиксируется в текстах. А потом есть такой пик, не самый большой на этом графике, но тем не менее заметный. Он приходится на 20-е годы 20 века. Откуда? Почему? Ну, потому что очевидно, что люди празднуют столетие декабристского восстания. Об этом и о декабристах постоянно вспоминают. Ну и потом вот менее объяснимый пик, приходящийся на 50-е годы. Вот как-то тоже декабристов в это время чтят, и про них много чего пишут. Ну, потом вот есть еще какое-то в перестроечное время тоже они упоминают. Это как-то можно интерпретировать, про это можно думать, но про это можно думать вот как и сейчас я в смысле культурологическом, когда о декабристах пишут, когда нет, а можно в чисто лингвистическом, просто посмотреть, когда слово появилось. Вот на графике видно, что до определенного года его не было, а потом оно возникло и стало употребляться. История слов – это действительно занимательная история. Ну и вот целая вокруг этого возникла наука или даже субдисциплина, можно сказать так, в западной, по крайней мере, культурологии. Она называется культуромика. Ну, слово «культура» здесь читаемо. Вторая часть этого названия культуромика произошло из слова омика, то есть из возможности считать культуру. Значит, вот так же точно используются какие-то корпуса, большие собрания текстов, скажем, на английском языке, и мы можем по ним искать частотность употребления определенных слов в определенные годы. Вот здесь на графике, который вы видите, это знаменитый график, здесь как раз соединены частотности двух слов. Можно посмотреть на них в динамике. Как употребляется слово religion, то есть религия, да, и science, то есть наука в англоязычных текстах
текстах в течение 19-20 века. Выясняется, что в 19 веке слово «религия» по частотности своей гораздо более сильное, да, оно обходит науку очень серьезно. И только скажем, во второй половине XIX века происходит падение частотности слова религия в книгах и, наоборот, такой вот устойчивый рост слова наука. И они перекрещиваются примерно в 1870-е годы, вот тогда же, когда, по нашим ощущениям, происходит некоторая секуляризация англоязычного общества. И с тех пор, на протяжении всего 20 века, вот слово «наука» оказывается более частотным в текстах. Это действительно интерпретируется, это согласуется с нашими представлениями о движении культуры, и поэтому вот это представление о том, что культуру можно измерять и можно описывать, ориентируясь на частотность определенных слов, оно вот нашло выражение в целой такой дисциплине, и ею можно было бы при других обстоятельствах заниматься и на материале башкирского языка. В каком случае? Если бы у нас были в большом количестве оцифрованные тексты на башкирском языке, для которых была бы помета о том, когда именно эти тексты были созданы. Тогда мы смогли тоже и следить за тем, когда какие слова в башкирском языке появляются, как они развиваются, как они живут, теряют ли они популярность или, наоборот, приобретают ее. Вот это за этим можно было бы следить с помощью средств объективного контроля. Но, к сожалению, здесь есть определенные трудности, связанные просто с тем, что тексты эти либо не оцифрованы, либо не собраны вместе, либо они плохого качества. В общем, это требует больших усилий, каких-то больших вливаний сил и средств. Это первое. Можно следить за историей слов. Второе. Из простого, что можно сделать корпусом, тоже сначала пример русский. Ну, с историей слов я как раз не могу привести башкирского примера, просто потому что, как я уже сказал, возможности корпуса в этом смысле недостаточно. Корпус есть, но он состоит в основном из новых текстов 2000-х годов, в смысле уже 21 века, я имел в виду. В течение 20 века проследить историю слова в башкирском языке по корпусу пока нельзя. Ну вот второй пример, он уже, конечно, и башкирский тоже, то есть на башкирском материале тоже можно такой же фокус провернуть, это языковые варианты. Очень многих людей, даже за пределами, собственно, университетского сообщества, волнует иногда, а как правильно сказать. Вот есть два варианта. Там, скажем, если для русского языка всех волнует ударение, звонит или звонят, правильно говорить. И, ну вот, есть справочники иногда, к которым можно обратиться и там что-то узнать. Но часто очень мы встречаемся с такими примерами, которые справочниками не описаны. Ну, скажем, справочники не успели. Языковая реальность очень динамичная, быстрая, там что-то произошло, а в справочник это внести не успели. Но вот корпус очень даже может часто ответить на вопрос о том, ну, не как правильно, да, а как говорят. Потому что на самом деле язык, он же саморегулирующаяся система. Да, то есть в языке складывается стихийно какая-то тенденция, и она постепенно превращается в норму. И противостоять этому очень сложно, практически невозможно. Ну вот даже не о правильности, если, а о стилистике вести речь, вот для русского языка я поискал в русском корпусе два варианта одного и того же слова. Есть слово «явление» и есть слово «явление». Это его вариант такой фонетический. Ну, в принципе, мы знаем, что за этим стоит. Да? Явление – это слово вообще такое языковое, а явление – это слово поэтическое, оно используется в поэзии. Ну вот поэзию мы сейчас не берем как специальную страту языка, а просто посмотрим на язык, что там. Явление – это очень частотное слово. Вот смотрите, там есть цифры, это важно для наших цифровых компьютерных дел. Видно, что всего в корпусе есть 115 тысяч документов. Что такое документ? Ну, документ – это просто такое немножко канцелярское название для текста. То есть есть 115 тысяч текстов, и там 23 миллиона предложений всего в корпусе. И слово «явление» найдено в 5,5 тысячах текстов. Это очень частотное слово, его можно много где найти. Ну, конечно, не в каждом тексте оно будет, но будет довольно часто. И всего 15 тысяч, 15 даже с половиной тысяч раз используют авторы текстов, вошедших в русский корпус, это слово. Ну и дальше можно посмотреть на сами контексты. Вот тут чуть-чуть огрызок виден, там серенький такой заголовочек, и дальше какой-то текст идет. То есть это очень частотное слово, вот «явление». Теперь посмотрим на слово «явление». Что мы видим? Во-первых, никаких тысяч вхождений у этого слова нет. Оно вошло в корпус всего
в 31 тексте 43 раза. То есть на 3 порядка, да, различаются частотности этих слов, и поэтому из этого мы можем заключить, что если мы хотим что-то такое немаркированно сказать, так, чтобы на это не обращали люди внимания как на какое-то отступление языковое, то мы скорее должны употребить слово «явление». И даже видно хорошо, откуда взялось слово «явление» в корпусе. Вот здесь есть Куприна «Гранатовый браслет», и здесь цитируется просто поэтический текст. «Твоя прекрасная нога, явление страсти неземной». И посмотрев контексты, ну, как-то более подробно, чем мы сейчас, мы сможем увидеть, что это контексты либо пародийные, там что-то в ироническом ключе сказано, либо это действительно поэзия. Из этого ясно, какое слово нужно употреблять. Нужно употреблять слово «явление» в том случае, если мы хотим стилистически нейтральное что-то сказать, и «явление», если мы хотим специально как-то сместить вот этот стилистический акцент. Корпус может нам подсказать, как это за пределами нашей языковой интуиции устроено, как все остальные носители языка воспринимают какой-то языковой факт. Вот мы можем это поискать и узнать. Именно цифры нам скажут, что частотнее. Ну, давайте посмотрим на башкирские примеры по нашему корпусу. Как правильно сказать по-башкирски? Вот есть два варианта. Да? Я не рискую при посвященной аудитории пытаться говорить по-башкирски, поэтому прошу прощения. Прочитайте, пожалуйста, на слайде башкирский вариант. Значит, что здесь? Мы поискали, ну, я поискал в корпусе, вот вы видите, там есть слово холодильник в форме, да, там слово, лемма, грамматика, глосса. Слово пустая строка, лемма, холодильник. Грамматика я ничего не написал, потому что меня не волнует, в какой форме будет слово холодильник, меня интересуют все. Ну и вот нашлось две словоформы и два предложения. На самом деле даже одно, потому что второе – это случайно попавший в корпус русский текст. Там действительно есть слово «холодильник». Но в башкирском тексте, как вы видите, слово «холодильник» тоже употребляется. Причем не просто холодильник, а холодильник, вот такой холодильник «ты». Да, то есть в падежной форме. И вот интерес в том, что корпус умеет такие слова тоже находить. Он найдет не просто все холодильники, но и холодильник ты тоже найдет. Значит, всего один раз употребляется форма холодильник в башкирских текстах, которые собраны в корпусе. Что касается второго варианта, то он гораздо более частотный. Там 431 раз употребляется слово. И, как вы видите, тоже в разных падежах. И из этого видно, что один вариант прижился, именно вот такой башкирский, да, а слово «холодильник», хотя и используется, но используется очень мало, практически не прижилось. Вот это как раз тот пример, когда даже не преподавателя башкирского языка, не исследователи лингвисты башкирского языка, а просто даже какие-то ну, вот люди, говорящие на языке, которые интересуются тем, как было бы правильно сказать, они могли бы пользоваться корпусом. То есть это ресурс, который по своему социальному значению выходит за пределы стен университета. Он может быть использован гораздо шире. Когда, ну, и не только там специализированными людьми, там, журналистами, например, которые интересуются корпусом, но и просто теми, кто хочет говорить на красивом литературном языке. Давайте еще на один пример посмотрим. В предыдущем случае у нас выиграл башкирский вариант, да, а русское заимствование осталось практически невостребованным с холодильником. Что происходит с вентилятором? Ну вот, башкирский вариант вентилятора всего 2 раза употребляется, причем здесь вы видите, есть даже выделенное слово, да, в контексте оно попало на скриншот, там вот таким красноватым цветом выделено это слово в контексте, можно тоже посмотреть в тексте Римы Исхакова. Что касается русского заимствования слова «вентилятор», то оно 16 раз употребляется, то есть в 8 раз чаще, чем башкирский. Поэтому сколько бы мы ни говорили о прескриптивных каких-то вариантах, как именно нужно говорить по-башкирски, ну вот корпус нам выдает настоящую языковую реальность. Что же в действительности происходит в языке, причем выдает это с цифрами, мы можем это измерить. Это, ну, вот такой по-настоящему научный подход. Вот так используется корпус в каких-то простейших случаях. На самом деле, конечно, возможности его гораздо шире. Он может очень многое в зависимости от того, каким запросом мы хотим задаться. Да? Но вот корпус умеет выполнять и более сложные запросы, опять-таки связанные с разными словами. Например, я попытался, ну, не ставя
какой-то научной цели за этим, а просто чтобы показать возможности корпуса, продемонстрировать их. И я попытался задать запрос, значит, слово «шат» в разных его формах, включая и субстантивированные, да, здесь не различаются основы и шарплык, например. Вот, я попытался посмотреть, с какими послелогами, если употребляется слово в начале предложения, это слово обычно фигурирует в реальных текстах. Ну вот, мне показал корпус разные случаи. Тут 760 разных примеров, довольно много, да, и можно посмотреть, что вот самый частотный, по всей видимости, по крайней мере, если не углубляться в примеры, это случай, когда шат слово, вернее, снова, да, употребляется с послелогом «мене». И так далее. Да, здесь уже дальше перед нами должны стоять какие-то научные вопросы, если мы научно описываем язык, и к корпусу мы можем обращаться. Конечно, корпус несовершенен. Я надеюсь, что мне удалось показать, что он полезен, но если бы он был лучше, то тогда и он был бы и более полезен тоже. Его можно развивать. Мы можем над этим сотрудничать. Да, корпус сделал я, если что, вот, чтобы не возникало по этому поводу вопросов. Что с ним можно делать? Во-первых, нужно добавлять в него новые тексты. Как я уже сказал, большинство текстов, которые есть сейчас в корпусе, это в основном газеты, разные официальные пресс-релизы и какие-то объявления, сделанные после 2000 года. Это газета «Ешляк», это сайт главы республики, это сайт там, Национального театра, что-то еще. Но если мы добавим тексты 20 века, например, там, 80-х годов, 60-х годов, то мы как раз можем узнать историю слов. Мы можем узнать, когда какие слова входили, как они конкурировали между собой. Это очень интересно. Ну и не только, конечно, слов, но и грамматики. Мы сможем узнать, какие времени, когда употребляются, ну, чаще, когда реже. По разным жанрам можем их распределять. В общем, наши возможности станут еще шире. И да, вот жанры разные. Сейчас это газетные тексты, а, конечно, хорошо было бы добавить и художественную прозу, и драматургию, и разные другие вещи. Тогда наше представление благодаря корпусу в башкирском языке тоже будет гораздо шире. Ну и в корпусе есть ошибки. Их тоже нужно исправлять. Вот, например, слово «method», да, оно здесь разобрано как вот такой глагол с окончанием «т». Это, в общем, совершенно неправильно. Ну и всегда в электронных системах, конечно, есть ошибки. Это не имеющие исключения правила, но чем больше ручного труда обычно вложено в электронные системы, тем они работают лучше и тем больше пользы приносят. Поэтому было бы здорово вот такого рода ошибки исправлять в корпусе, и тогда он будет становиться лучше. То есть это такая живая система, это не что-то такое данное вот свыше, как какие-то каменные скрижали корпус. Нет, в нем можно участвовать, с этим можно работать. Я бы с радостью как-то перестал себя считать единственным создателем этого корпуса и просто участвовал в каком-то сообществе, заинтересованном его развивающем. Ну и сейчас там 20 миллионов слов, это, конечно, тоже много. Еще один вариант корпуса, немного другой по сути, но берущий из первого случая все положительные черты. Это так называемый параллельный корпус. Когда у нас есть некоторый текст в оригинале и его перевод на другой язык. В данном случае, скажем, это русский текст, переведенный на башкирский язык, или башкирский текст, переведенный на русский язык. Такой корпус тоже существует. Что в нем, да, и ссылка на него как раз тоже сейчас приведена в заголовке слайда. Что здесь происходит? Значит, мы можем поискать некоторое слово или грамматическую конструкцию. Вот все как в предыдущем случае, только для одного языка, скажем, для башкирского, но нам еще одновременно с этим покажут это и на другом языке, скажем, на русском. И наоборот. Мы, скажем, будем искать все случаи там, сочетания, не знаю, прилагательного со словом «луна» на русском языке, и нам покажут все те же самые предложения, переведенные на язык башкирский. Вот пример того, как это происходит. Вот здесь как раз из долгого-долгого детства некоторые цитаты. Я просто поискал по слову «луна» на русском языке, и вот мне выдалось несколько примеров предложений с этим словом в русском переводе с Мустай Карима. Но одновременно с этим мне выдали и параллельно те оригинальные предложения, которые были переведены. Это, мне кажется, ужасно полезно для переводчиков, для
того, чтобы понять, как принято, в принципе, переводить разные конструкции, которые мы можем найти в корпусе, на другой язык. И вообще как-то лучше уяснить межязыковые соответствия, и в исследованиях языка это тоже употребляется. Но я так понимаю, что главное даже не столько исследовательская сторона у такого рода корпуса, а прикладная. Это при обучении переводу, при собственной переводческой деятельности. Корпус русско-башкирский не очень большой, к сожалению. В нем текстов не так много, как хотелось бы, и не так много, как в других параллельных корпусах, которые тоже есть на сайте Национального корпуса русского языка. Но, тем не менее, вот какие-то тексты там есть. И это, конечно, тоже можно развивать. Можно выравнивать новые тексты. Это процесс выравнивания называется. Когда мы действительно устанавливаем между двумя текстами, оригинальным и переводом, соответствие. Обычно это делается так. Машина сама как-то делает предварительное выравнивание, то есть предварительно находит некоторые соответствия между предложениями, но тоже в чем-то ошибается. И нужен человек, который бы исправлял те ошибки, которые делает при этом машина. То есть выравниватель, такой специальный человеческий контролер за этим. И вот если бы нашлись люди, которые бы смогли в этой работе помочь и новые какие-то тексты выровнять для корпуса, то он бы тоже стал больше, гораздо лучше стал бы отражать реальность. Правда, следует сказать, что это очень тяжелая работа. То есть люди, обычно делающие это бесплатно, очень быстро выгорают, да и не бесплатно, тоже быстро выгорают, там сделают пару текстов и перестают выходить на связь, поминая, как звали. Но если делать это по чуть-чуть, с большим количеством людей, то, может быть, и ничего. Кстати, вот такие параллельные корпуса, кроме того, что по ним можно искать и так далее, они еще к тому же и позволяют делать автоматические переводчики. Вот как раз на них тренируются разные нейронные сети, искусственный интеллект. И как использовать такой корпус, я уже частично сказал, но вот хочу еще раз подчеркнуть, что это как словарь. Мы в словарь можем заглядывать для того, чтобы понять, какое слово нам лучше подходит при переводе, но часто словари не отражают всего, что есть в языке, и, может быть, лучше посмотреть в корпусе, потому что там есть контекст. Ну и главное, что отличает именно корпус, что он ведет поиск по всем словоформам. То есть я вот поискал слово «луна», но, как вы видите, мне здесь попалось не только слово «луна», но и слово «лун», то есть, соответственно, некоторая другая падежно-числовая форма того же самого слова. Вот, поэтому это довольно такая удобная поисковая система, и я считаю действительно, что она лучше, чем словарь, является такой подпоркой при переводческой деятельности. Вот на этом я завершаю первую, самую, может быть, объемную часть того, о чем хотел сказать, то есть про корпуса. Я рассказал, но надеюсь, что у меня будет возможность ответить на вопросы после того, как я завершу свое выступление. Если они у вас будут, я надеюсь, что будут, я смогу что-то еще дополнительное рассказать про это. Переходим ко второй части на моей презентации. Это компьютерные методы исследования текстов. Их очень много. Год от года они становятся все более интеллектуальными, они захватывают какие-то нейронные сети, которые понимают многое в тексте, правильно в нем распознают. Но все, наверное, охватить за краткое выступление нельзя, поэтому я сосредоточился на двух, для которых действительно уже разработаны какие-то решения для башкирского языка. Что-то из того, о чем я буду говорить, уже реализовано и описано в моей книжке. У меня 2 года назад вышла книга, которая называется «Башкирский стих XX века. Корпусные исследования». И я призываю коллег, которые занимаются башкирской поэзией, может быть, не только башкирской поэзией, но и, может быть, если вам вообще интересны компьютерные методы или статистические методы работы с культурно значимыми текстами, эту книжку посмотреть. Ну, может быть, там не то, чтобы читать ее там всю подряд от начала до конца, но вот там есть какие-то главы, которые, возможно, вас заинтересуют. Книжка снабжена множественными иллюстрациями, диаграммами, и мне кажется, что стоит на нее взглянуть, она такая не бессмысленная. Как кажется, собственно, я считаю, что получилась книжка хорошая. Она есть в Уфе. Я лично ее дарил в библиотеку национальную имени Ахмедзаки Валиди и просил профессора Борисова с факультета дружественного вашему передать ее в библиотеку БГПУ. Тоже надеюсь, что она там есть.
Вот, ну вот призываю вас там посмотреть. Разные методы там используются. Там тоже сказано о том, что такое корпус. И, собственно, само исследование тоже выполнено на материале корпуса. Но не того корпуса, который я сегодня показывал, а специального поэтического корпуса, где только тексты башкирских поэтов, 100 башкирских поэтов, которые вот были оцифрованы мной коллегой. Вот, поэтому еще раз призываю книжку посмотреть. Она, конечно, не везде простая, не во всем она, так сказать, сразу дается тому, кто не имел раньше дела с такого рода методами, но мне кажется, что я постарался как можно более понятно изложить, о каких методах идет речь, и, ну вот если читать ее не подряд, а специально выбирая те места, которые посвящены там вопросам морфологического анализа компьютерного, или корпусам, или каким-то специальным методам, то может быть и ничего. Вот. Первое, о чем я хотел рассказать, это так называемое тематическое моделирование. Это такая специальная технология, которая позволяет собрать много-много текстов. Ну, конечно, не все должны быть в электронном виде, естественно. Это справедливо по отношению к любому из тех пунктов, которые сегодня у нас на повестке дня. Потому что если тексты не оцифрованы, если они просто в книгах, то, конечно, никакие компьютерные взаимоотношения с ними невозможны. Так вот, если мы соберем много-много текстов и скажем, их очень много, настолько много, что их трудно прочесть глазами одному человеку, то можно заставить читать эти тексты компьютер, и компьютер нам сможет сказать, о чем эти тексты, то есть примерную тематику этих текстов для нас нарисовать. Это очень интересно, потому что мы таким образом сами тексты можем не читать, а компьютер сделает всю черную работу за нас. Конечно, для гуманитариев эта мысль близка к еретической, потому что гуманитарии, разумеется, должны сами читать все тексты, но просто мы имеем дело с таким объемом информации иногда, что это невозможно. Ну, невозможно прочесть весь роман XIX века глазами, русский, например. Просто очень много книг. Понятно, что у нас в школьной программе самая выжимка, там 10 этих романов или 15 этих романов, но на самом деле их гораздо больше, да, их там сотни, может быть, тысячи. Это просто непредставимый объем для человека. Значит ли это, что мы никогда не сможем узнать, о чем эти романы? Нет, сможем узнать, потому что компьютер как раз в силах прочесть тысячи романов, и он это делает, и вот как раз может показать нам некоторую тематику этих текстов. Как он это делает? Ну, я не буду погружаться сейчас в математические какие-то подробности того, как именно происходит тематическое моделирование. Могу сказать, что речь идет об анализе совместной встречаемости слов. То есть если несколько слов постоянно фигурируют в одном тексте, вместе фигурируют, совместно встречаются, то тогда эти слова вместе образуют какую-то тему, топик, как говорят. Topic modeling, эта технология называется по-английски. Ну вот здесь есть примерное схематическое представление того, как это выглядит. То есть документы, мы уже знаем, что это на самом деле тексты, из корпуса, то есть собрание текстов, включают какой-то комплекс тем, ну и компьютер, проанализировав совместную встречаемость слов, может сказать, какие в этих текстах бывают темы. Ну, темы выражаются при этом не каким-то таким понятным человеку образом, типа там, тема Родины или тема природы. Нет, тема выглядит как набор, как список слов. Это такой технический термин. Ну вот, например, одна из тем, которые нашел этот схематический компьютерный анализ у вас на экране, это выборы, печать, бежать, президент иракский. Мы примерно, на самом деле, понимаем, о чем идет речь. То есть вот здесь есть какая-то такая политическая тема. А есть, например, тема, состоящая из слов НБА, рекорд, план, финал, сухожилие. Тоже понятно, о чем идет речь. Это некоторые спортивные темы. Но мы уже сами без компьютера это понимаем. Ну и один документ может включать в себя разные темы. Как это может быть использовано? Ну, как я уже сказал, нам просто компьютер может какую-то такую панорамную картинку дать огромного числа текстов, которые мы сами никогда не прочтем. В компьютерные инструменты, которые сейчас существуют, это встроено так, что, например, вот если вы заходите на главную страницу Яндекса, вам показывают какие-то сюжеты новостные, да, 5 самых главных новостных сюжетов за этот день. Вот здесь подобного рода технологии Яндекс использует. То есть он как раз смотрит на то, он там, скажем, 10 тысяч газет опросил, узнал, про что
пишут 10 тысяч газет сегодня, но ему нужно выбрать тематические сюжеты новостные, и он из этих 10 тысяч газет, конечно, автоматически, вручную это сделать невозможно, выбирает общие какие-то, наиболее частотные новости и нам их показывает. Так можно было бы с большим количеством текстов работать, но не только. Если мы, например, соберем два больших каких-нибудь корпуса текстов и построим на них тематические модели, то мы сможем узнать разницу между этими корпусами. То есть в чем разница между ними? Вот цитата из моей книжки. Здесь перед нами тематическое моделирование башкирской поэзии 60-х годов. Вот темы, которые компьютер выделил как наиболее релевантные, наиболее важные для башкирской поэзии 60-х годов. Я не буду на этом сосредотачиваться долго, да, потому что я надеюсь, что у вас у всех будет эта презентация, и вы все сможете посмотреть на то, что получилось. Интересен этот список не столько сам по себе, сколько в сравнении с аналогичным тематическим моделированием для 80-х годов. Вот это уже стихи башкирских поэтов за 80-е годы. Ну и вот на самом деле, действительно, если погрузиться в анализ сопоставительно этих двух списков, то видно, как, собственно, меняется башкирская поэзия тематически, да, какую внутреннюю динамику, эволюцию она совершает от 60-х к 80-м годам. Ну, вот один из примеров. Да, конечно, можно точно такие же модели строить и для других каких-нибудь корпусов и текстов и прозаических, и художественных, и нехудожественных. Это не так просто делается без компьютерной подготовки, но, в принципе, это возможно. Инструменты для этого есть. Еще один интересный случай из области искусственного интеллекта и обработки естественного языка последнего времени я приведу, это так называемые векторные модели, векторные семантические модели, их по-разному называют, word embeddings, там много для них есть терминов, но по-русски говорят векторные модели обычно. Речь идет о тоже некотором сложном таком технологическом стеке, но можно вкратце сказать так. Если мы соберем много-много текстов, мы сможем на них, на этих текстах научить компьютер вычислять семантику слова, вычислять значение слова. Это немного нетривиально, как кажется. Ну и долгое время казалось, что единственный способ научить компьютер понимать значение – это заставлять людей описывать для компьютера семантику этого слова, то есть составлять словари. Выясняется, что это теперь не обязательно, что одних текстов оказывается достаточно для того, чтобы вычислить эту семантику именно вот с помощью цифр. Там можно даже со словами и со значениями слов совершать арифметические операции, что особенно захватывающе. Сейчас я показывать подобного рода вещи не буду, все-таки не специальный у меня доклад, посвященный именно векторам, но в общем это возможно. И что из этого можно делать? На самом деле много разных исследовательских перспектив и прикладных. Прежде всего, конечно, прикладные перспективы, потому что мы сможем, опять-таки, в поисковых системах типа Яндекса тоже научать компьютер понимать, что одно слово и другое слово являются синонимами, и если мы не нашли для одного слова что-то в интернете, то Яндекс нам поищет для другого слова сам автоматически, нам не нужно будет подставлять другие слова в свой запрос. Ну и все это можно визуализировать, представлять в виде карт, в виде такого как бы галактики языка. Я тоже покажу такой пример чуть позже. Значит, сначала пример для русского языка. Для русского языка очень много оцифрованных текстов. Для русского языка эти модели поэтому работают хорошо. Чем больше у нас есть текстов, тем лучше работают технологии. Так устроена компьютерная жизнь сейчас. И в заголовке слайда вы тоже видите ссылку на некоторый ресурс, который работает для русского языка. Он называется rusvectoros.org. И там можно делать разные очень вещи со словами, но вот в данном случае я самую простую вещь попытался показать. Например, я хочу получить все слова, похожие по семантике на слово «разум». И причем здесь не было лингвистов, которые бы составляли словари, которые говорили бы, что на слово «разум» похоже такое-то и такое-то слово. Там, словаря синонимов не было внутри этой технологии. А просто прочитав много-много текстов и обработав их определенным образом, компьютер сказал: ага, слово «разум» я знаю. На него похожи слова «рассудок», «ум», «здравый», «разум», «разумение» именно вот в таком порядке причем. Да? То есть слово «рассудок» похоже по своей семантике, зависящее от контекста на самом деле, на слово «разум» больше, чем слово «ум» или слово «истина», например.
например. Как вы видите, здесь есть разные по своей семантике слова, они даже не столько синонимы, сколько их называют ассоциатами. Да? Они больше похожи ассоциативно на это слово, но это уже большой шаг вперед по сравнению со всем остальным, потому что не для всякого слова есть статья в словаре синонимов. А вот таким образом на основе текстов мы можем действительно много всего сразу получить, просто использовав компьютер. Как это можно применить? Опять-таки в исследовательском плане. Я показываю цитату из своей книжки. Я построил такие векторно-семантические модели на двух разных корпусах, как и в предыдущем примере, но теперь они различаются не временем возникновения 60-е и 80-е годы, а теперь это одна модель построена на башкирской поэзии, текстах 100 башкирских поэтов, даже больше, чем 100 или 103, а в другом случае на текстах не поэтических, газетных, из газеты «Ишляк». И посмотрел, какие списки ассоциатов, какие списки квазисинонимов получились для слова, например, «йорт» – «дом». Да, вот что получается для башкирского поэтического собрания текстов. Да, что похоже на слово «дом» по своим контекстам. Именно из контекста, исходя, вычисляет машина семантику слова. Ну вот слова типа «фундамент», «деревня», «крыльцо», здание, страна, Уфа, они вот похожи на слово «дом». Да? То есть в поэзии вот такие связи между словами организуются. А если мы обращаемся к газете, то сразу видна разница. Если мы посмотрим на ассоциаты со словом «дом» в газетном тексте, это здание, комната, интернат, огород, больница. То есть сразу видна специфика поэтической и непоэтической семантики, например. И можно просто смотреть на то, насколько два разных корпуса близки по своей семантике. Вот, например, газетный и поэтический корпус башкирский очень не похожи. То есть там очень мало слов, в которых вот эти списки ассоциатов пересекаются. Это можно, опять-таки, посчитать, можно выразить в числе, насколько эти корпуса похожи или не похожи между собой. Но вот в книжке у меня как раз этот эксперимент описан. Не буду сейчас на этом специально останавливаться. У этого много и прикладных, и академических перспектив. Вот визуализация того, как группируются похожие и непохожие слова башкирского языка на основе корпуса большого непоэтического. Ну, здесь видно, например, что все города, да, оказались в одном таком кластере, оказались лучами одной звездочки. То есть Межгорье, Магнитогорск, Октябрьский, они все похожи друг на друга, потому что когда газетчики пишут про города, они пишут про них в одинаковых контекстах, что, собственно, машина и уловила. То есть можно построить такую карту слов башкирского языка. У нее есть и учебные, и научные перспективы. На этом вторая часть моего выступления заканчивается, и я кратко расскажу об электронных изданиях, которые тоже, мне кажется, важной частью разговора про компьютерные технологии и башкирский язык, и башкирскую культуру. Значит, ну, понятно, что издания в книгах до сих пор для нас самые важные, самые авторитетные, но компьютерными знаниями, которые существуют в интернете, пользоваться удобно. 10 лет назад, вот как раз в этом году мы празднуем десятилетие, вышла наша разработка, тогда еще работал в Башкирском государственном университете в лаборатории компьютерной филологии, вышла наша разработка «Фольклорный архив», электронное научное издание «Фольклорный архив Башкирского университета». Там оцифрованные тексты фольклорных экспедиций, которые совершались башкирскими филологами в разные районы и республики, и соседних областей, прежде всего Оренбургской, и Свердловской части, да, и там они записывали разные тексты. Вот мы пытались это оцифровать и представить в удобной форме. К сожалению, сайт как поддомен сайту Башкирского университета был уничтожен, он отключен, не работает очень давно, но оттуда удалось спасти несколько
разработок. Вот одно из них – это как раз фольклорное издание. Собственно, на том сайте был и семантический калькулятор для башкирского языка. Можно было вычислить похожие слова для башкирского языка и много чего интересного другого сделать. Эту разработку, к сожалению, не удалось перенести на мой личный сайт evminander.net, но я надеюсь, что я разверну все-таки этот семантический калькулятор уже на мощностях Высшей школы экономики. Через некоторое время он будет доступен. Сейчас, к сожалению, я не могу вам показать такую же, как rusvectores.org, разработку для башкирского языка. Но вообще она существует тоже очень давно. Кажется, про нее даже сюжет на башкирском телевидении был лет 6 назад. Ну, в общем, ладно. Издание, к счастью, доступно. Я его не полностью, но сумел перенести на свой личный сайт. Можно с ним ознакомиться. Вот как раз ссылка у вас на слайде перед глазами. Там есть некоторое описание. Но самое главное, что это дает это издание, почему это иногда лучше, чем в книге. Во-первых, это интерактивное оглавление. Мы можем спросить у этого издания: покажи нам все сказки в определенном жанре, все тексты в определенном жанре, например, скажем, сказки о животных или волшебные сказки. Покажи мне все тексты, собранные в определенном районе. Потому что для фольклористов это важно, в каком районе, в каком населенном пункте мы те или иные тексты собрали. Ну, год записи, разумеется, тоже. Вот мы можем искать и находить тексты только по определенным параметрам. На сайте в предыдущем варианте это было чуть-чуть удобнее, потому что можно было, скажем, получать все тексты не только в оглавлении, но и, например, собранные все тексты в определенном месте по клику мышки на карте. Вот к каждому тексту прилагается такая карта, интерактивная, конечно, с отметкой о том месте, где именно собран этот текст. Вот как раз пример у вас перед глазами. Кроме того, поскольку это автоматическая штука, поскольку она электронная, и компьютер может такие штуки делать сам по себе, мы можем получить указатель словоформ ко всем текстам, собранным в этом издании. В книжке мы не можем представить такой же указатель словоформ. Да? Просто книжка вырастет слишком непропорционально своему исходному объему, а интернет все равно. В нем мы можем сделать такой указатель. Вот пример из него. Мы можем пролистать к нужному нам слову и посмотреть на все его контексты, посмотреть его частотность в издании и посмотреть на все его контексты, сколько раз и в каких контекстах оно употреблено в конкретных фольклорных текстах в башкирском языке. И это то, что называется конкорданс. Да, конкорданс – это как раз такой специальный справочник, где мы можем посмотреть все контексты употребления некоторой словоформы в текстах некоторого издания. Ну, вот это было все создано в 2011 году, 10 лет назад. К сожалению, по разным организационным причинам эта работа прервалась, но издание существовало. У него, кроме того, о чем я сказал, есть разные приятные мелочи. Ну, например, если мы из конкорданса переходим в конкретный текст, это ссылка, то слово, которое нас интересовало, в тексте будет подсвечено. Не нужно будет искать его глазами или еще как-то. Оно вот красным будет выделено, как в верхнем левом углу перед глазами у вас. Кроме того, издание генерирует автоматически ссылку на публикацию по ГОСТу, сделанный вот там электронный документ, 2 косые черты, все как положено. То есть можно просто скопировать со страницы и вставлять в научные публикации. Ну и вот есть такая карта, да, где отмечены все районы, в которых велись записи. Как вы видите, в издании отражены в основном районы, ну, определенные районы, не все, да, которые были, значит, не все районы, в которых велись записи, просто весь фольклорный архив нам не удалось оцифровать, мы не успели просто. Ну и вот в прежнем варианте издания можно было, щелкнув по маркеру на этой карте, она интерактивная, получить, скажем, все записи, сделанные в этом районе. Сейчас вот в текущей версии электронного научного издания этого сделать уже нельзя по техническим причинам, но просто оно спасалось из тонущего корабля сайта Башкирского университета, поэтому что удалось спасти, то и хорошо.
К сожалению, приходится признавать, что специалисты по башкирскому языку, по башкирскому фольклору и культуре игнорируют эти и штуки. Вот, например, Римма Талгатовна Муратова, простите, опубликовала в 2016 году, через 5 лет после того, как появилось наше электронное научное издание, опубликовала словарь конкорданс башкирских народных песен, где совершенно на голубом глазу пишут, что ничего такого раньше не было до ее книги. Может быть, дело было бы в том, что она не хотела в бумажной книге указывать ссылки на электронные издания, но это не так. Как видите, в предыдущем абзаце она с удовольствием рассказывает о том, что есть какие-то полезные ресурсы электронные для башкирского языка. Их она указывает, а ссылки на наши издания не дает. Это очень жаль. Вот, видимо, за этим стоит какое-то недостаточное знакомство специалистов по башкирскому языку и башкирской культуре с инструментами, которые уже были сделаны довольно давно для башкирского языка. Что нужно делать? Я каждый раздел своего выступления заканчиваю вот таким мини-слайдом, да, мини-описанием перспективы. Конечно же, нужно делать другие электронные издания, значимых для башкирской культуры текстов. Речь идет не только о фольклоре, но, безусловно, и о каких-то значимых текстах башкирских писателей, где мы можем использовать не только то, что у нас есть в книгах, то есть не только тексты, да, но и дополнять это какими-то мультимедийными модулями и блоками. Вот, например, вы видите перед собой примеры электронных изданий, которые существуют для англоязычных писателей. Это целая большая тоже область оцифровки. Ну и вот тоже над ней можно надстраивать различные возможности поиска, какого-то цветового выделения разных блоков текстов. Это интереснейшая область, которую, естественно, можно реализовать и для башкирской культуры. Ну и я завершаю свое выступление и скажу о том, что, конечно же, усилия, которые сейчас предпринимаются в компьютерной области, связанные с башкирским языком и башкирской культурой, недостаточны. И здесь есть несколько принципиальных трудностей, которые следовало бы решать. Во-первых, конечно, нужно оцифровывать тексты на башкирском языке. Я думаю, что нужно реализовать такую масштабную программу по оцифровке всех текстов, хотя бы изданных в кириллице, то есть 40-го года, так, чтобы они были общедоступны, так, чтобы с ними можно было проводить эксперименты с помощью технологий искусственного интеллекта. Часть из них я вам показывал сегодня, часть осталась за кадром. Поэтому оцифровка, создание большой коллекции текстов на башкирском языке – это самый главный фундамент того, с чем мы можем работать. Это то, что называют специалисты по искусственному интеллекту данными. А данные сейчас афористически называются нефтью 21 века. Второе, конечно же, все эти технологии ошибаются, их нужно исправлять. Для этого нужны эксперты-носители языка. И здесь вот тоже есть разные трудности. Я, вот, как я уже сказал, больше 10 лет работаю над созданием разных инструментов для башкирского языка компьютерных, но сталкиваюсь с тем, что эксперты, которые обещают свою помощь, довольно быстро выгорают, пропадают, не отвечают на письма, и все, в общем, рушатся все планы. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, как переводят на русский язык Гамлета. Ну и все это, на мой взгляд, можно встроить в образовательный процесс. Наоборот, компьютерные технологии могут помогать образовательному процессу. То есть я вижу здесь довольно значительные перспективы. Конкретику я старался не приводить здесь, чтобы не ограничивать фантазию, но кое-что об этом сказал. Ну и в завершении покажу вам тот ракурс портрета Акмуллы, который вы никогда не видели. Нейронная сеть взяла известное изображение, всем нам известное изображение, и перерисовала его так, что здесь Мехтахидин Камалетдинович улыбается. Я даже думаю, что просто займу всего 15 секунд вашего времени и покажу, как это происходит в движении. Вот так работают современные технологии искусственного интеллекта. Они могут брать изображения и, например, оживлять их. Вот у нас не так много изображений Акмуллы титульного для нашего университета, но можно и даже с этим работать и сделать что-то интересное и как-то это все оживить. Большое спасибо. На этом я завершаю свой монолог и готов ответить на ваши вопросы.
Борис Валерьевич, огромное спасибо. Коллеги, если есть вопросы, давайте будем задавать. Огромное вам спасибо и низкий поклон. Вы делаете очень полезное, нужное. Мы приятно были удивлены. Огромное вам спасибо. И мы хотели бы увидеть... Спасибо огромное. Хотели бы увидеть топонимический словарь. Есть такие словари вот в корпусе? Ну, я до этого смотрела, нашла вот антропонимы редкие. Вот в текстах они как бы имеются. А вот корпус топонимический корпус или какой еще? Ономастический корпус вообще. Хорошо, я попытаюсь ответить на этот вопрос. Значит, принципиальная история заключается в том, что корпус – это, конечно, сам по себе не словарь. Корпус отражает только то, что есть в текстах, но он очень существенно дополняет словари. То есть современные лингвисты говорят, что вот раньше для того, чтобы описать язык, нам было нужно две вещи. Нам нужен был словарь, запас слов, и нам нужна была грамматика. И вот они, соединяясь вместе, давали нам описание языка. Но вот современные лингвисты говорят, что этого мало, что наряду со словарем и грамматикой нам нужен еще и корпус, который собирает тексты, который показывает нам контексты, в которых эти слова употребляются, который показывает нам контексты, в которых эти грамматические конструкции употребляются. Поэтому, если мы ищем в корпусе какие-то что-то ономастическое и не находим там того, что искали, это означает только одно. Этот корпус недостаточный по объему, его нужно дополнять. Если мы видим там антропонимы, значит, эти антропонимы употребляются в тех текстах, которые вошли в корпус. Если там нету каких-то топонимов, то это значит, что тексты не отражают употребление этих топонимов. Значит, в идеальном случае, когда мы имеем дело с действительно большой и представительной коллекцией, это будет значить, что то, что есть в корпусе, есть в языке, а то, чего нет в корпусе, нет и в языке. Но вот для русского корпуса, например, это почти так. С башкирским корпусом, который там в несколько раз, в 5 раз меньше, это не будет означать, что если мы не видим в корпусе каких-то топонимов, значит, их нет в языке. В языке они, конечно, есть, но употребляются гораздо реже, по всей видимости, исходя из того, что вы сказали. Да? Это значит, что нужно корпус пополнять, нужно больше текстов, которые отражают другие жанры, в которых эти топонимы употребляются. В принципе, топонимы могли бы быть в корпусе из-за того, что в корпусе просто есть газетный текст. Да? Газеты часто рассказывают о событиях, которые произошли где-то. Но вот, видимо, наши газеты просто описывают в основном то, что происходит в Уфе, в каких-то крупных центрах республики. Да? А вот какие-то топонимы, которые там более мелкие, они вот редко о них рассказывают. Вот все, что я могу сказать на эту тему. Давайте пополнять корпус, просто давайте включать туда те тексты, в которых фигурируют топонимы и все остальное, и тогда можно будет получать и контекст, в которых они употребляются, в частности, то, что вас интересует. Надеюсь, я ответил. Спасибо вам большое. Вот я вчера только искала слово «мута». Мута – это топоним у нас есть. Но вот это слово зафиксировано только вот антропониме. Мута. Имя есть мута, оказывается. Я вот редкие такие нахожу в словаре иногда. Да, вот. Ага. И как мы вам можем помочь? Вот наши студенты, может, преподаватели, от нас что требуется? Вот как мы можем вам помочь? Как вот... Ну, да, спасибо большое. Значит, особенно меня порадовало, конечно, ваше слово «оказывается». Вот оно такое очень показательное. Если вы действительно не знали раньше, что такой антропоним есть, а благодаря корпусу об этом узнали, это вот самое как раз самое приятное, что я бы мог услышать, да, что корпус оказался полезен и раскрыл даже носителю языка глаза на какие-то мелкие вещи, на которые он раньше не обращал внимания. Что касается помощи, то я думаю, что она должна быть взаимной, что это не вы мне должны помогать, а мы должны помогать друг другу. Я примерно уже сказал о том, в чем может заключаться такая работа. Ну вот в презентации у меня есть специально посвященные этому слайды.
Значит, вы можете встроить в учебный процесс, например, оцифровку текстов для корпуса разных жанров. Как это делается технически, что должно к оцифрованному тексту прилагаться, я готов специально рассказать. У меня есть и на сайте корпуса инструкция об этом. На самом деле на сайте корпуса есть такой раздел «Как помочь корпусу». И там излагаются основные вещи про это. Вот. Но, к сожалению, пока за 2 года работы корпуса никто не включился в эту работу. Вот. Но это, в общем, возможно. Да? Нужно, чтобы тексты оцифровывались. Если это старые тексты, то чтобы они сканировались, распознавались и вычитывались, чтобы там не было ошибок распознавания. Не ошибок именно лингвистических. Если мы считаем, что это ошибка, это совершенно не обязательно это ошибка, может, так раньше говорили. Это нужно в корпусе сохранить. А вот если там буква «Г», например, как-нибудь неправильно распозналась, и вместо нее мы видим букву «Я», то вот это нужно исправить. И такие тексты, ну, нужно присылать мне, я буду их добавлять в корпус. Присылать не просто там как-то, да, а текст должен быть еще описан. Если, например, это роман, тогда нужно указать, кто написал этот роман, как он называется, в каком году издан, в каком издательстве. Вот такого рода вещи, ну, технически, наверное, нужно обсуждать не на таком большом разговоре, а вот в каком-то узкоспециализированном диалоге, посвященном техническому пополнению корпуса. Это первое. Второе, как я уже сказал, в корпус встроен морфологический анализ башкирского языка. То есть программа распознает слово, его грамматические формы, падеж и прочее, прочее. И там есть ошибки. Вот, наверное, нужно по поводу этих ошибок общаться и пытаться их как-то искоренять. Ну и это что касается корпуса. Что касается других технологий, то там первое и главное – это, конечно, оцифровка текстов. Вообще говоря, вот оцифровать старые тексты, это, мне кажется, это вообще эстетически привлекательная история. Ну, представьте, это же история национальной культуры, да, вот. А в текстах она хранится. Я как раз пытался это показать, да, что если у нас есть тексты, и компьютер может нам показывать, как культура растет, да, как она эволюционирует, если эти тексты оцифрованы. Поэтому этим нужно заниматься. Вот второе, это нужно заниматься оцифровкой текстов тоже, но не обязательно для корпуса. И третье, это можно организовать какое-нибудь такое вот научное издание, как какой-нибудь такой большой научно-учебный проект, который бы предполагал создание электронного издания некоторого там, важного комплекса текстов для башкирской культуры. Ну вот подобно тому, как мы сделали это с башкирским фольклором, может быть, не фольклором на этот раз, может быть, какие-нибудь тексты авторские, кого-нибудь важного, да, не знаю кого, да, Уютыя там или еще кого-то. Вот. Не так, чтобы это были просто тексты, но и чтобы к ним присоединялись разные другие мультимедийные формы, смыслы, чтобы там были карты, чтобы там были иллюстрации, чтобы там были какие-то всплывающие подсказки, чтобы были какие-то комментарии башкирских литературоведов. То есть чтобы это был такой комплексный сайт, на котором мы не просто могли бы текст прочитать, хотя это тоже важно, да, но и чтобы мы использовали все те возможности, которые дает нам интернет, чтобы это было не плоским изданием, а таким вот многомерным. У нас есть такой опыт тоже работы с русской классикой, я не стал показывать этих примеров, что они все-таки как далеки от нашего разговора, но вот там мы с коллегами, в частности, думали, как в электронной форме или в форме мобильного приложения представить, например, «Войну и мир». Вот там тоже будут и карты, и какие-то системы взаимоотношений между персонажами. Это все ужасно интересно, и главное, это привлекает молодежь. Мы же делаем текст как бы со сообщением нового измерения, которое выглядит привлекательно с точки зрения современного языка и современной культуры. Я языка имею в виду уже не в лингвистическом смысле, а языка общения людей между собой. Вот все уже любят эти самые гаджеты, тиктоки, да, мобильные телефоны. Вот на самом деле можно приблизить эти культуры друг к другу, какие-то важные тексты прошлого и их современную репрезентацию. Подумайте про это, можно было бы сделать какой-то проект, который включает в себя не просто оцифровку текстов, но еще и какое-то их современное представление. Я думаю, что нам просто нужно поговорить предметно на эту тему, чтобы я сказал о каких-то технических требованиях к цифровке текстов. Но вот оцифровка и работа с корпусом, она, кажется, и должна составлять существо нашего с вами сотрудничества.
Борис Валерьевич, спасибо за ваш интересный доклад, во-первых. И вот у меня вопрос такого характера. Я вот недавно узнал, что в Дубае открыли центр изучения рукописи. То есть там компьютер изучает рукописи. И вот я хотел узнать у вас, вот, какие перспективы у нас в России вот, по изучению рукописи именно вот, с помощью новых технологий. Ну, они довольно обширные, это не только российская история, это общемировой тренд. Значит, мне, наверное, нужно сказать о том, что технологии, про которые ведется речь сейчас, они не являются закрытыми. У них есть такая особенность. Не нужно куда-то специально идти и просить их или покупать их в какой-то там фирме или что-то такое, или в какой-то закрытой организации. То есть они открыты, и главное иметь просто компьютерные мощности для их реализации, и самым дорогим в этом случае является как раз материал. Вот нужно, чтобы были сканы этих рукописей. Это важнее, чем все остальное. Но, правда, в случае с рукописями, да, это еще специальные сканеры и там что-то еще. Значит, мне хотелось бы уточнить, что, наверное, вот компьютер, он здесь не является субъектом. Компьютер – это инструмент. Поэтому, когда мы говорим, что компьютер изучает рукописи, это все-таки немного в сторону, мы уходим от сути дела. На самом деле человек, конечно, изучает рукописи, но с помощью компьютера. И компьютер ему как инструмент дает больше возможностей, чем если бы компьютера не было. Значит, у компьютерного изучения рукописей несколько составляющих. Во-первых, это восстановление того, что не видно иначе. То есть, например, если рукопись сохранилась в плохом качестве, и на ней что-то было написано, но вот наши современные способы чтения рукописи, там какой-то инфракрасный какой-нибудь сканер или что-то еще, не дают нам понимания, что же все-таки внутри был за текст. Все-таки все слишком испорчено. Например, рукопись сгорела или она там пролежала где-то в неблагоприятной среде. Оказывается, компьютерное моделирование способно нам подсказать, что же на самом деле там за текст. То есть как-то вот выявить те пропадающие буквы, которые там были. Это первая история. Вторая история, касается датировки, да, просто компьютер хранит у себя некоторые. То есть компьютер способен дать нам некоторые новые способы анализа именно вопрос, и вообще дать ответ на вопрос, когда же эта рукопись была создана. Третье, что бывает с компьютером и изучением рукописей, это представление рукописей. Скажем, можно сделать компьютерное издание в интернете, и тогда не только члены узкого, значит, какого-нибудь исследовательского центра имеют доступ тогда к этой рукописи, но и все сообщество, скажем, человек с другого конца земного шара может посмотреть на ту же самую рукопись и ее прочитать, и что-то еще с ней сделать. Кроме того, мы можем оцифровывать с помощью компьютера рукописи, да, то есть если, скажем, у нас есть много-много текстов написанных, архивных, рукописных, то компьютер поможет нам помочь распознать их, хотя это делается гораздо сложнее, и тут гораздо больше разных неприятностей на этом пути, чем у распознавания текста печатного. Ну вот, пожалуй, так. А если мы распознали текст, находящийся в рукописи, дальше нам будут доступны уже широкие возможности, о которых я сегодня говорил и о которых сегодня не сказал. Так что вот, компьютер позволяет нам прочитать то, что нечитабельно. Во-первых. Во-вторых, позволяет нам устанавливать датировки рукописей. В-третьих, позволяет делать их научно-электронные издания. И в-четвертых, это компьютер позволяет нам оцифровывать эти рукописи. Кажется, что основные вещи я затронул. Это касается не только вот центров Дубая, да, их на самом деле много, есть и у нас в стороне такого рода инициативы, может быть, не оформлены институционально в виде лабораторий или центров, но вообще такого много. Скажем, на слуху было не так давно прошедшее исследование рукописей, сохранившихся в Освенциме или в каком-то из лагерей смерти. Вот содержащиеся там узники писали, скажем, свои дневники, потом как-то зарывали их в землю, и вот они плохо сохранились из-за тех условий, в которых хранились, и как раз их сейчас издают, и сумели благодаря некоторым компьютерным
фокусом прочитать то, что вы не читали. Вот это, пожалуй, самое впечатляющее из того, что есть. Коллеги, я думаю, это наши не последние встречи, да, в таком формате, наверное, Борис Валерьевич. Если вопросы будут, мы с вами, наверное, будем связываться и будем сотрудничать. От имени коллег, студентов наших, магистрантов хотим вас поблагодарить. Ну и раз вопросов уже больше нет, попрощаемся, наверное. Всем огромное спасибо. Хорошо. Ну, да, большое спасибо. Тогда я надеюсь, что в будущем у нас будут какие-то более операциональные, да, более практические вопросы. Я не просто буду вещать, как говорящая голова, но и мы обсудим, в чем именно мы можем принести друг другу пользу. Совершенно верно. Пока такая ознакомительная, скажем, а дальше уже детальные, более продуманные с нашей стороны, наверное, какие-то вопросы будут. И будем ждать помощи от вашей стороны также. Спасибо огромное. Хорошо. Большое спасибо. Всего доброго.